Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Штурм восточного Алеппо, 150 массированных авианалетов за 2 дня. Армия Асада зачистила от повстанцев уже несколько районов и продолжает наступать. Сотни боевиков убиты, среди погибших также больше 200 гражданских. Это не борьба с терроризмом, это варварство. Искандеры на параде в Ереване. Россия передала Армении дивизион самых современных стратегических ракет малой дальности. Азербайджан в ответ взял на прицел армянскую АЭС и собирается закупить у Турции новейшие ракетные системы большой мощности. Свадебные тои и юбилеи вместо Шекспира. Руководство академического театра в кыргызском Оше превратило известный драмтеатр в банальный деревенский клуб, чтобы прокормить своих актеров. Театр не имеет никакого отношения к происходящим в нем тоям и фотосалонам. От ДНР до Каталонии. В России проводят съезд сепаратистов со всей Европы. Между тем, российские власти вложили уже десятки миллионов евро в европейских ультраправых. Некоторых журналистов, особенно на Западе, поворачивается язык называть этих людей сепаратистами. Лукашенко вслед за Путиным решил стать байкером. Он возглавил мотопробег местного белорусского байк-клуба, который раньше был филиалом «Ангелов Ада». Армия Асада де-факто начала штурм восточного Алеппо. У радикальных повстанцев уже отбиты несколько районов. Наступлению предшествовали непрерывные мощные бомбардировки с воздуха в течение нескольких дней. За 3 дня, по свидетельству мониторинговых групп, по кварталам восточного Алеппо было нанесено как минимум 150 авиаударов. Некоторые кварталы, в которых находились позиции боевиков Джабхат ан-Нусры, буквально стерты с лица земли. Поскольку бомбежки не прекращались и ночью, эксперты считают, что их производили в основном российские самолеты. Как утверждает со ссылкой на свои источники британская газета «Санди Таймс», российская армия применила в Алеппо так называемые тяжелые огнеметные системы ТОС-1. То, что до этого считали фосфорными бомбами, на самом деле является залпом гигантского огнемета, который уничтожает весь воздух над целью в радиусе 1 километра. И фактически все, кто находится в зоне поражения, сначала умирают от удушья, а потом сгорают. В результате воздушных атак и наступления частей Асада уничтожены и ранены сотни боевиков разных радикальных группировок. Среди погибших спасатели уже насчитали как минимум 215 гражданских лиц, включая женщин и детей. Российские и сирийские самолеты ударили кассетными бомбами, напалмом и ракетами, в результате чего погибли десятки мучеников и много домов было разрушено. Ожесточенные бои в минувшие выходные в понедельник шли в северных районах восточного Алеппо, где на территории бывшего лагеря палестинских беженцев Хандарат был расположен крупнейший укрепрайон ан-Нусры. Сначала авиация сравняла с землей эти кварталы Алеппо, а потом они были штурмом взяты и зачищены сирийским и российским спецназом. Ан-Нусра предпринимала несколько попыток отбить свои позиции, но безуспешно. Вы видите кадры этих боев. А это кадры зачистки войсками Асада захваченных городских кварталов, где после штурма не осталось практически ни одной живой души. Западные СМИ утверждают, что сирийское правительство и его российские союзники сделали ставку на грубую силу и рассчитывают в ходе решающего штурма навсегда покончить со всеми повстанцами в восточном Алеппо. Тем временем на фоне наступления правительственной армии в Алеппо в Совете Безопасности ООН опять развернулась острейшая полемика между Россией с одной стороны и США, Британией и Францией с другой. Представители Британии и Франции назвали последние действия российской авиации в Алеппо военным преступлением, а представитель Соединенных Штатов была еще более определенной. What Russia is sponsoring and doing is not counterterrorism, it is barbarism. То, что делает Россия, это не борьба с терроризмом, это варварство. Россия и Асад за последние 72 часа нанесли более 150 авиаударов, из-за которых погибли по меньшей мере 139 человек, а сотни людей были ранены. Город, который был иконой Ближнего Востока, опустошен. Люди, которые 5,5 лет страдали от войны, даже они называют эти удары беспрецедентными по количеству и силе.
В то же время Россия настаивает на том, что вина за возобновившиеся боевые действия лежит на Соединенных Штатах, которые фактически отказываются считать Ан-Нусру террористической организацией и отделять ее от других повстанцев. Как заявил представитель России в ООН, одностороннего прекращения огня со стороны Сирии и российских ВВС больше не будет. В результате на территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок. Территорию страны бомбят все, кому не лень. Возвращение страны к миру стало почти невозможной задачей. Военный парад в Армении, приуроченный к 25-летию независимости страны, привел к состоянию, близкому к панике ее ближайших соседей. Дело в том, что на параде, который по масштабности и размаху превзошел все предыдущие, неожиданно появился новейший российский ракетный комплекс «Искандер». Как стало понятно после парада, Армения располагает целым дивизионом суперсовременных российских ракет, способных доставить 500 килограммов взрывчатки в любую точку с точностью до сантиметра. Как считают эксперты, в случае возникновения серьезного военного конфликта на эти ракеты можно легко установить ядерные боеголовки. По мнению экспертов, Армения, будучи очень бедной страной, не могла себе позволить купить такое дорогое вооружение. По их мнению, «Искандеры» могли быть предоставлены в аренду, а армянские флаги и эмблемы были на них установлены временно. Хотя и не исключается версия щедрого подарка со стороны России. Ракеты, которые были продемонстрированы на параде в Ереване, являются экспортной версией российской ракеты «Искандер-М», радиус поражения которой составляет 500 километров. Таким образом, под удар этих установок могут попасть не только нефтегазовые коммуникации Азербайджана и его гидроэлектростанции, но и Грузия и значительная территория Северной Турции. Самую острую реакцию появления ракет вызвало, естественно, в Азербайджане, который уже больше 20 лет находится в состоянии войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Сообщается даже об экстренных заседаниях азербайджанского правительства и Генштаба, на которых министр обороны и генералы потребовали от своих подчиненных взять под прицел самые важные стратегические объекты Армении, в частности ее АЭС, расположенную рядом с Ереваном. Также из Азербайджана сообщают, что в ближайшее время у Турции будут куплены не такие мощные, но очень современные ракетные комплексы. Азербайджан до последнего времени закупал у России оружие на миллиарды долларов, и это делалось в немалой степени из-за того, чтобы Россия не продавала современное вооружение Армении. Однако российские власти рассудили иначе. В кыргызском городе Ош разгорелся скандал вокруг местного академического театра. Его руководство, чтобы заработать деньги на зарплату сотрудникам, стало сдавать в аренду свои залы, где местные жители и чиновники играют свадьбы и справляют юбилей. Шавкат Тургаев рассказывает. Эти кадры, попавшие в интернет, возмутили жителей города Оша. На них видно, как в одном из помещений Ошского академического театра имени Бабура проходит свадебное торжество. В стенах храма искусств люди танцуют и развлекаются. Взявший в аренду часть помещений некий Мухаммед открыл там фотосалон и дискотеку. Встретиться не согласился, но по телефону рассказал, что планирует проводить здесь банкеты. На балконе драмтеатра мы открыли фотосалон. На другой его части проводятся дискотеки. Пока молодожены будут фотографироваться, их друзья смогут потанцевать на дискотеке. Ошский драмтеатр за аренду залов получает неплохие деньги, но, как поведало руководство, эти деньги идут в основном на зарплату сотрудникам и другие нужды театра. И закон не запрещает сдавать помещения для получения дополнительной прибыли. Театр не имеет никакого отношения к происходящим в нем тоям и фотосалону. Это деятельность арендаторов, которые нам платят аренду. Только и всего. Сцену мы им не сдавали. Арендаторы получили в аренду только балкон. Зимой здесь холодно. Они закрыли балкон, теперь, я думаю, будет тепло. Превращение культурного объекта в увеселительное заведение в социальных сетях раскритиковали. Мало того, что участники свадебных торжеств нередко оккупируют памятники и улицы Оша, так теперь и до театра добрались, жалуются горожане. Против этого выступают и представители творческой интеллигенции. Необходимо понимать, что сцена – это святое, она придает дух и силу. На ней должны выступать творческие люди. Сейчас не время делать деньги на творчестве. Богачи построили кафе и ресторан. Пусть проводят свои то и там.
И это не первый подобный скандал. Не так давно депутаты городского кенеша Бишкека пышно отметили мероприятие прямо на сцене театра оперы и балета. На подмостках накрыли шикарный стол со свечами и канделябрами. Тогда директор театра за свою вольность лишился работы. Шавкат Тургаев, Идрис Исаков, Алишер Муталипов. В настоящее время Ош, Кыргызстан. Далее в программе. От ДНР до Каталонии. В России проводят съезд сепаратистов со всей Европы. Между тем, российские власти вложили уже десятки миллионов евро в европейских ультраправых. Некоторых же журналистов, особенно на Западе, поворачивается язык называть этих людей сепаратистами. Лукашенко вслед за Путиным решил стать байкером. Он возглавил мотопробег местного белорусского байк-клуба, который раньше был филиалом «Ангелов Ада». В американском городе Шарлотт беспорядки из-за убийства полицейскими 43-летнего афроамериканца вспыхнули с новой силой после того, как власти уступили требованиям взбунтовавшегося населения и опубликовали видео расстрела. Как оказалось, видео было неполным, и из него следовало, что полицейские поступили согласно правилам. Это обстоятельство вызвало еще большие протесты в Шарлотте и других городах Северной Каролины. И стражам порядка опять пришлось применять силу к протестующим. Это то видео, которое опубликовала полиция. Как подчеркнули полицейские начальники Шарлотта, видео убийства действительно неполное, однако полиция не может показать полную версию, ибо это грозит серьезными осложнениями. Мы показали объективные факты. Мы даем все куски головоломки, которые можем, стараясь избежать публичного суда. Между тем, у семьи убитого афроамериканца на руках оказалась полная видеоверсия произошедшего, которая быстро распространилась среди жителей города. Они склонны доверять родственникам убитого куда больше, чем полиции. Эти отрывки бесполезны. Мне кажется, если семья Скотта опубликовала все, то также должна поступить и полиция. Надеюсь, мы продолжим мирный протест до тех пор, пока все не будет сделано правильно. Дни и ночи напролет в Шарлотте продолжаются акции протеста, которые переходят в стычки с полицией. Люди требуют наказать виновных полицейских. Однако пока этого не происходит. Тем временем, за минувший уикенд в Америке произошли сразу 4 случая нападений на граждан. В 3 случаях это были расстрелы, причем 2 в университетских кампусах и 1 нападение с ножом, в результате которого пострадали 15 человек. Власти пока не готовы связывать эти нападения в общую картину, хотя многое свидетельствует о том, что это могла быть развернутая террористическая атака. У торгового центра в городе Берлингтон, штат Вашингтон, десятки машин полиции и скорой помощи. Здесь в ночь на субботу вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям. 3 женщины погибли, еще 2 человека ранены. Один из них в тяжелом состоянии. Ранее полиция сообщала о его смерти, но мужчине удалось выжить. Нападавший сбежал. Власти распространили его фото, сделанное камерами наблюдения. По данным полиции, это мужчина латиноамериканского происхождения, одетый в серое. Больше о нем ничего не известно, мотивов мы не знаем и сейчас активно ищем стрелявшего. На прошлой неделе похожий случай, когда мужчина зарезал 9 человек в торговом центре в Миннесоте, расследовали как возможный теракт. Однако полиция Вашингтона заявила, что в этом инциденте не видит признаков терроризма. В Москве прошел 2-й съезд сепаратистов. В нем приняли участие представители многих европейских сепаратистских движений от ДНР до баскских сепаратистов. Дарья Соловьева с подробностями. Молодые участники форума улыбаются и делают совместные фотографии. Представители сепаратистских и националистических движений из Молдовы, Ливана, Испании, Великобритании и США – всего 12 стран. Главную цель съезда объясняет Алексей Гаврилко. Что-то мы расскажем новое, что-то нам расскажут новое. На его плече нашивки ДНР и «Не зли Донбасс». Но он просит представить себя как частное лицо. Считает, что самое сложное в борьбе за признание независимости ДНР – бюрократия в России. Говорит, что делать надо еще много, но что именно делать – не знает. Не знает и какой будет ДНР через 5 лет. 5 лет это вообще большой такой. То есть еще в конце 2013 года никто не мог вообще представить, что что-то такое будет. Это как 1000 лет. Александр Тванба гордится двойным абхазским и российским гражданством. Весной 2014-го он уехал добровольцем на Донбасс. Боевым крещением для него стал Дебальцевский котел.
В одном из интервью гладиатор, который вернулся с войны, рассказал о том, как они 3 дня выкуривали бойцов ВСУ. На форуме «Диалог наций» Александр представляет аппарат Комитета Государственной Думы по делам национальностей. Он сознанием дела объясняет, зачем проводится съезд. Рассказывает, что нужно быть едиными, соблюдать нейтралитет стран и никогда не вторгаться в чужую страну. Это даже Америку, взять, Соединенные Штаты Америки. Поддерживает точку зрения Александра и сепаратист с надписью «Новороссия» на футболке. Это Алексей Неживенко. Он, с одной стороны, за создание независимого одесского землячества, с другой – против любого развала. Развал – это плохо всегда, и всем геополитическим игрокам было бы выгодна стабильность своих соседей. В 2015-м конференция называлась экспертной. В этом году стала правозащитной. Защищать, по идее организаторов, нужно народы, желающие самостоятельности. На это, кстати, выделен президентский грант – 3,5 миллиона рублей. Александр Ионов, организатор мероприятия и президент антиглобалистского движения России, выступил с речью, в которой призвал некоторые страны и США избавиться от имперских замашек и внимательнее относиться к правам людей. Миллионы человек сегодня стали беженцами в результате военной оккупации их территорий. У некоторых же журналистов, особенно на Западе, поворачивается язык называть этих людей сепаратистами. В связи с чем у меня возникает к вам лишь один вопрос. Вам не стыдно? Вы хоть понимаете, о чем вы пишете? Видимо, о чем писал, не понимал и татарский активист Рафис Кашапов. Он посчитал возможным высказать в социальной сети свое отношение к присоединению Крыма и нахождению российских войск в Донецке и Луганске. Следствие, в свою очередь, посчитало его слова, цитата, «направленными на нарушение территориальной целостности России» и приговорило Кашапова к 3 годам тюрьмы. И подобных дел с реальными сроками за последний год в России не менее 15. Это все очень похоже еще на советские времена. В советское время власть поддерживала сепаратистские движения во всем мире, террористические организации во всем мире, снабжала их оружием и одновременно, так сказать, она вела борьбу за мир во всем мире одновременно. Но о том, что согласно Конституции у субъектов Российской Федерации нет права на выход из ее состава и нет даже права вынести этот вопрос на голосование, на конференции «Диалог наций. Право народов на самоопределение» не говорили. Дарья Соловьева. Настоящее время. Лидер французских националистов Марин Ле Пен лишилась своего официального спонсора. Арбитражный суд Москвы признал банкротом первый чешско-российский банк. Именно он кредитовал партию «Национальный фронт», которую возглавляет Ле Пен. Долги банка превысили 26 миллиардов рублей, это без малого 450 миллионов долларов. Еще летом банк лишили лицензии, а теперь и вовсе ликвидировали. Закончится ли на этом политический роман Марин Ле Пен с Москвой и как через российско-чешский банк продвигали идеи Кремля в Европе? Ренат Давлетгильдеев рассказывает. Путин вернул великой нации чувство гордости. Эти слова Марин Ле Пен произнесла в декабре 2014-го, после аннексии Крыма, санкций и фактически новой холодной войны с США. Лидер Национального фронта, главный правый политик Франции, с тех пор не раз публично признавалась в любви к российскому президенту и стала едва ли не главным пропагандистом кремлевских идей в Европе. За пару месяцев до той речи на счета партии Ле Пен упали 9 миллионов евро от первого российско-чешского банка. Ставку на Ле Пен Кремль сделал в 2012-м. С концом недолгой медведевской оттепели Россия принялась искать новых союзников в Европе. Выбрать на эту роль Ле Пен предложили посол России во Франции Александр Орлов и его политический советник Леонид Кадышев, хорошие знакомые отца Ле Пен, Жана Мари, тоже большого фаната России. Летом 12-го именно с их подачи во Франции появился интернет-канал Pro Russia TV, который и должен был доносить правду о России до Старого Света. Курировала канал, существующий на деньги российского бюджета, именно партия «Национальный фронт». Сама Ле Пен регулярно появлялась в его эфире. В 2014 году у Ле Пен начались проблемы. Партийная казна в преддверии муниципальных выборов опустела. Марин попросила о помощи своих московских друзей. В ноябре этого года французский информационный портал «Медиапарт» опубликовал расследование «Национальный фронт заполучил российские миллионы». В нем рассказывалось о бизнесмене Романе Попове, который и выделил французским националистам те самые 9 миллионов евро.
Попов – владелец первого российско-чешского банка, в прошлом топ-менеджер компании «Стройтрансгаз», принадлежащий Геннадию Тимченко. Французские журналисты обратили внимание на близость Романа Попова к российским властям. Вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым именно он был сопредседателем на церемонии, посвященной 50-летию полета Юрия Гагарина в космос. То, что именно Попов выделил средства на избирательную кампанию, подтвердили и в самом Национальном фронте. Чешский журналист Онджей Соукоп считает, что именно поддержка Марин Ле Пен стала одной из причин проблем у банка Романа Попова. В банковских кругах все удивлялись, говорили, ну зачем ему это надо, да? То есть у него и так проблемы, и понятно, что теперь как бы и спецслужбы, и журналисты начнут как бы копаться в его грязном белье. Я слышал много разных, неофициальных версий, но большинство из тех, по крайней мере, с кем он общался, которые согласились со мной говорить, они как бы так пожимали плечами и говорили, ну, понимаете, его попросили. И вот и все. Замешан в этой истории еще один российский бизнесмен и политик Александр Бабаков. Депутат Госдумы и, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, владелец квартиры в Париже и поместья во Франции площадью почти 11 гектаров и стоимостью $16 миллионов США. По сообщению издания «Медиапарт», именно Бабаков курирует финансирование Национального фронта и Марин Ле Пен с российской стороны. А оно еще непременно понадобится. Через полгода во Франции выборы президента, и Национальный фронт уже начал активно готовиться к новой битве за власть. Правда, теперь им явно придется искать нового спонсора. Международный скандал вокруг одной из школ грузинского города Батуми. Ее строительство профинансировали турецкие власти. В школу ходят дети живущих в Батуми турецких граждан. И вот учебный процесс оказался под угрозой срыва. Грузинские власти утверждают, что школу построили без их ведома и разрешения. Эти родители ведут своих детей на занятия в школу, которая открылась всего несколько дней назад. Учебный процесс пока проходит в штатном режиме. Но не исключено, что в скором времени турецкая школа может прекратить свое существование. В самом прямом смысле. В мэрии Батуми утверждают, что не выдавали разрешения на строительство учебного заведения и грозятся демонтировать здание. Никому нельзя строить и открывать какие бы то ни было заведения в нарушение закона, тем более если речь идет о школе. Поэтому местные власти Аджарии абсолютно вправе действовать так, как того требует закон. Но пока местные власти ограничиваются наказанием в виде штрафа. Применить санкции в отношении турецкой школы может и Министерство образования Грузии. Выясняется, что заведение, в котором обучение ведется по турецкой программе, не прошло обязательной авторизации. Более того, грузинская сторона вообще не была проинформирована об открытии школы. Руководство школы почему-то решило не приглашать представителей Минобразования Грузии или местных властей на церемонию ее открытия. Так дела не делаются. Отвечать на обвинения пришлось генеральному консулу Турции в Батуми. Ясин Темискан назвал происходящее недоразумением. Дело в том, что посольство Турции в Грузии с самого начала работало над этим вопросом совместно с грузинским министерством образования. Я не знаю, почему строительство объявили незаконным, но готов изучить все обстоятельства. Мы решим все вопросы. Что касается открытия, то официальная церемония пока не проводилась. Она состоится скоро, и в ней обязательно примут участие как грузинская, так и турецкая стороны. Тем временем скандал вокруг школы, судя по всему, может стать своего рода предвыборным инструментом в руках политических партий. Так, например, представители республиканской партии сделали специальное заявление и обвинили правительство Грузии в безответственности и неспособности контролировать ситуацию в стране. Звет Мчедлишвили, Мераб Цувукидзе, Батуми, Тбилиси, Грузия, специально для настоящего времени. Президент Беларуси Александр Лукашенко превратился в байкера. В Минске прошел мотопарад, который приурочили к окончанию мотосезона и международному фестивалю HOG «Рули Минск». Лукашенко лично возглавил колонну байкеров. По коням. Добрый путь. Спасибо. Спасибо. Для заезда белорусский президент выбрал Харли Дэвидсон. Его сопровождал 12-летний сын Коля, без которого в последнее время не обходится практически ни одно официальное мероприятие. В этом году в мотопараде приняли участие более 3000 мотолюбителей из Беларуси, России, Украины, Прибалтики и стран Западной Европы. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.